Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые зрители. Пожалуйста, занимайте ваши места. Мы приветствуем вас в концертном зале Удмуртской государственной филармонии. Каждым концертом мы стремимся радовать вас выступлениями лучших артистов. И сегодня вся наша страна отмечает прекрасный праздник — День работника культуры. И если бы не вы, то, собственно говоря, что бы делали мы? И я прошу вас аплодисментами поздравить с этим событием друг друга. Я прошу вас, дорогие друзья, на время концерта отключить звук сотовых телефонов. Вас ждет незабываемое по ощущениям праздничное выступление, и я позволю себе вот такую цитату. «Если вы еще не слышали Флавио, значит, вы не представляете, какой страстной душой может обладать гитара». Так говорят многочисленные поклонники музыканта. И мне остается только одно. Будьте гостеприимными. Встречайте на сцене филармонии Флавио Сала. Встречайте.
Grazie. Grazie. Buonasera, Ijevsk. Добрый вечер, Ижевск. Sono contentissimo prima di tutto di poter parlare italiano perché c'è Tatiana da qualche parte, eccola. Я очень-очень рад, во-первых, возможности говорить по-итальянски, потому что сегодня присутствует переводчик, который будет меня переводить. E poi perché non ricordo più quante volte ho suonato qui nella vostra città, Я не помню, сколько лет я уже играла в вашем городе. però è sempre un'emozione diversa Каждый раз это совершенно новые эмоции e nuova. и совершенно другие новые. E questa volta è ancora, oltre che diversa e nuova, è speciale anche. В этот раз это новые эмоции, могу сказать, специальные, особые. Perché è la prima volta nella mia carriera Потому что впервые за мою карьеру che suono un programma praticamente interamente dedicato a musiche che ho scritto. это впервые программа, которую я практически полностью посвятил той музыке, которую написал сам. E non avrei mai immaginato che Ijevsk sarebbe stata la prima città. Я даже не мог подумать, что Ижевск будет первым местом, где я сыграю такую программу. Grazie. Спасибо. Il brano con cui ho aperto il concerto è uno dei più belli di uno dei più grandi compositori italiani, Ennio Morricone, con il figlio Andrea. Первое, что я сейчас исполнил, это произведение известного итальянского композитора Морриконе. Cinema Paradiso, una colonna sonora dell'omonimo film Название «Кинотеатр Парадис». che ho arrangiato per chitarra solista. Я аранжировал это произведение. E ricordo una volta ero in Sud America, Однажды я был в Южной Америке. ero in un taxi e stavo aspettando a un semaforo. Я был в такси, и мы стояли на светофоре. Era già un mese che stavo lontano dalla mia patria, dall'Italia. Вот уже месяц я был вдали от своей родины, вдали от Италии. E improvvisamente dalla radio del taxi uscì questa musica di Ennio e Andrea Morricone. И неожиданно я услышал по радио вот эту музыку Морриконе. E mi emozionò molto, Она меня очень сильно впечатлила. a tal punto che pensai di fare un arrangiamento per chitarra per poterla portare sempre con me. И я подумал, что я могу сделать аранжировку этой песни для того, чтобы всегда эта музыка была со мной. Durante questo concerto vi racconterò un po' come come sono arrivato a sentire un po' la voglia e la necessità di scrivere della musica mia. В ходе этого концерта я расскажу, каким образом пришло ко мне желание и необходимость писать музыку. Ma adesso do subito di nuovo la parola alla musica. И сейчас снова переходим к музыке. Questo è un brano è il primo brano che ho scritto quando sono tornato a vivere in Italia. Это произведение было первым, которое я написал, когда я вернулся жить в Италию. E si chiama Un ponte fra l'essere e il nulla. Оно называется «Мост между бытием и ничем». Ed è un brano che ho scritto per i miei genitori. Это произведение я написал для своих родителей.
Grazie. 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 Спасибо. Il seguente brano si chiama The Silent Passage Следующее произведение называется «Тихий пассаж». e non l'ho scritto, praticamente l'ho suonato direttamente. Можно сказать, что я его не написал, я его сразу же сыграл. Ero in America, Я был в negli Америке, Stati Uniti, в Соединенных Штатах, e stavo sperimentando uno dei momenti, un momento di profonda solitudine. и я экспериментировал в момент очень глубокого одиночества. E in quel momento ho preso la chitarra e ho suonato questo brano. В этот момент я взял гитару и сыграл это произведение. Quando poi mi sono accorto di quello che avevo suonato, Когда я понял, что я сыграл, ho preso il telefono e l'ho registrato prima di dimenticarlo. я сразу же взял телефон и записал, чтобы не забыть. In quello stesso periodo В этот же самый период stavo condividendo, il che è strano, questa solitudine con un caro amico. я разделял, что уже кажется странным, вот это самое одиночество с одним моим другом, Che viveva un po' più su degli Stati Uniti in quel periodo. который жил уже немного больше в Соединенных Штатах в этот период. E lui era un pittore, Он dipingeva является художником, рисовал dei quadri bellissimi. великолепные картины. E poi, a volte la vita ha più fantasia di noi. Иногда у жизни больше фантазий, чем у нас. E improvvisamente ha perso la vista. И вдруг он потерял зрение. Allora io gli sono stato vicino И я был рядом с ним. e lui è stato vicino a me. И он был близок очень мне. Allora questo brano l'ho voluto dedicare a lui. И это произведение я хочу посвятить ему. Lui si chiama Emilio Ciccone ed è un grande artista. Его зовут Эмилио Сикконе, это великий художник. The Silent Passage. Тихий пассаж.
Ho vissuto per quasi 3 anni negli Stati Uniti Я почти 3 года прожил в Соединенных Штатах, e mi hanno spesso incoraggiato, il pubblico statunitense mi ha spesso incoraggiato a scrivere la mia musica. и публика, и люди, которые были рядом со мной, очень часто меня подбадривали и стимулировали для того, чтобы я писал свою музыку. In realtà erano tanti anni che ci pensavo На самом деле я к тому времени уже много лет об этом думал. e quindi loro mi hanno dato solamente la scusa per farlo. И они мне предоставили возможность сделать это. Una sera sono andato a un concerto Однажды я отправился на концерт di un chitarrista americano американского гитариста, che si chiama Andrew York. которого зовут Эндрю Йорк. Io lo conoscevo di nome da tanto tempo perché suonavo le sue musiche fin da quando ero bambino. И еще с детства я его знал, потому что играл его музыку. Allora per me incontrarlo quella sera è stata un'emozione forte. Поэтому для меня это были очень сильные эмоции, наша встреча с ним. E quando mi sono presentato gli ho detto finalmente ti conosco. И когда я представился, я сказала, наконец-то я знаком с вами. La prima cosa che mi ha chiesto, mi ha detto, ma tu sei chitarrista, vero? Первое, что он меня спросил, ну, ты же гитарист, так ведь? E ho detto sì, suono la tua musica. Да, я играю твою музыку. E lui mi ha detto, ma suoni anche la tua? А он мне ответил, ну, играй также и свою. Ho detto no, sono solo un interprete. Нет, я сказал, я просто интерпретатор. E lui mi ha risposto, beh, dovresti provare. Тебе нужно попробовать, ответил он. Allora io quella sera, non lo so perché, ma l'ho preso seriamente. И в этот вечер, я не знаю почему, но я воспринял его слова серьезно. Sono tornato a casa Я вернулся домой, e da 4 note che mi balenavano, che si muovevano nella mia testa da diversi anni, ho scritto questo brano che suonerò adesso. и в голове к тому моменту у меня все время крутились, танцевали 4 ноты. И вот на основании этих 4 нот я написал произведение, которое сейчас сыграю. Il brano si chiama Try to Feel Me. Произведение называется «Попробуй почувствовать меня».
Grazie. Спасибо. E per chiudere questa prima parte del concerto, И сейчас мы завершим первую часть нашего концерта. vi racconto un'altra storia. Расскажу вам еще одну историю. Quando avevo 15 anni, Когда мне было 15 лет, un amico mi regalò un libro. Un amico mi regalò un libro. один друг подарил мне книгу. E questo libro mi colpì profondamente. Эта книга, она меня очень взволновала. E nell'arco di 20 anni ho letto tutta la sua opera ripetutamente e in diverse lingue. И за 20 последующих лет я прочитал практически все произведения этого писателя. Quello che mi ha sempre colpito di questo scrittore То, americano, То, что меня особенно поразило в этом американском писателе, o meglio, americanizzato, ma nato in Germania, либо, точнее сказать, американизированном писателе, который родился в Германии, è sempre stata la sua onestà intellettuale это его интеллектуальная честность e la sua semplicità nel chiamare le cose per nome. и простота в назывании вещей своими именами. A volte ho immaginato se avessi se avessi avuto l'opportunità di incontrarlo personalmente, cosa gli avrei detto? Иногда я так думаю, если бы у меня была возможность встретиться с ним лично, что бы я ему сказал? Ci ho pensato per un sacco di tempo, fino a quando ho detto forse la cosa più facile da fare sarebbe suonargli un brano che ho scritto io. Я об этом очень долго думал и решил, что проще всего было бы сыграть ему произведение, которое я сейчас сыграю, которое написал. Questo brano si chiama Don't Try, non provarci. Это произведение называется «Не пытайтесь». È scritto sulla sua tomba, Don't Try. Так написано на его могиле. Omaggio a Charles Bukowski. Посвящается Чарльзу Буковски.
Уважаемые зрители, у нас антракт. Увидимся, возвращайтесь.
Уважаемые зрители, мы будем продолжать. Занимайте, пожалуйста, ваши места. И у меня для вас несколько объявлений. Дело в том, что ведется прямая трансляция на официальном YouTube-канале филармонии, поэтому у нас к вам убедительная просьба в зале съемку не вести. Дело в том, что, вы понимаете, камера светит в глаза, и, наверное, не очень приятно музыканту играть, когда ему мало того, что и софиты освещают его, так еще и видеокамера ее свет тут прямо слепит. Будьте, пожалуйста, предельно вежливы. Спасибо большое. По окончании концерта в фойе филармонии состоится автограф-сессия. Если у вас есть желание получить автограф Флавио, пожалуйста, оставайтесь, задавайте вопросы. И наша замечательная переводчица, зовут ее Татьяна, обязательно ваши комплименты Флавио переведет. Ну и еще полезная информация. В течение нескольких недель в нашей республике проводится крупный образовательный проект «Третий онлайн-марафон искусств на родине Чайковского», организаторами которого выступили Удмуртская государственная филармония, Детская школа искусств номер 2 Ижевска, Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» имени Иветты Николаевны Воровной. В эти дни продолжается отбор участников номинации «Народные инструменты». Завтра с победителями всероссийского конкурса юных исполнителей народных инструментов и народной песни «Родники Удмуртии» Флавио Сало проведет мастер-класс. Во вторник, завтра, 26 марта, здесь, в зале Удмуртской филармонии, состоится гала-концерт лауреатов с оркестром «Золотая мелодия». А в среду, 27 марта, заключительным аккордом станет выступление победителей марафона искусств с Государственным симфоническим оркестром Удмуртской республики, который пройдет в зале Дома культуры «Молодежный». Мы приглашаем вас на мастер-классы Флавио Сало и на концерты марафона искусств. Конечно же, не забывайте о том, что в данном случае концерт вам понравился, и, наверное, на память было бы здорово оставить диски Флавио Сало. Они в продаже в фойе филармонии. Целых 5 разновидностей этих дисков. Вы можете выбрать любой из понравившихся вам и приобрести. Ну а сейчас вновь приглашаю на сцену нашего гостя, блистательного музыканта. Встречайте Флавио Сало. Встречайте.
Grazie. Спасибо. Mentre aspetto che la chitarra si accordi, Подождем, пока гитара снова будет готова к игре. vi racconto un po' la storia di questo stranissimo brano. Расскажу вам историю этого очень странного произведения. È un brano che si chiama State of Grace, Это произведение называется «Состояние благодарности». anche se effettivamente è molto inquietante. Оно очень волнительное. Però ricordo perfettamente quando diciamo, l'ho ideato. Я очень хорошо помню, когда оно возникло. Ed è stato frutto di un'improvvisazione praticamente. Avevo la chitarra in mano e ho cominciato a suonare. У меня в руках была гитара, и я начал импровизировать, начал играть. Mi trovavo in un borgo, sulla panchina di un borgo medievale vicino alla città dove sono nato, il paese dove sono nato e dove vivo, che si chiama Boiano. Я находился в деревеньке неподалеку от того города, где я живу, под названием Бояну. Я сидел на скамеечке в средневековом городе. E da lì su, perché si è quasi a 700-800 metri sul livello del mare, Находится она примерно на высоте 700-800 метров над уровнем моря. c'è un bellissimo orizzonte. И вот с этой высоты очень красивый вид, горизонт. Si vedono molti paesi, montagne e colline ed è bellissimo. Видны маленькие деревеньки, горы, холмы. E a fianco a me c'era mia sorella И рядом со мной была моя сестра. e ho cominciato a suonare e praticamente è venuto fuori questo brano. Я начал играть, и получилось вот это произведение. E anche se trasmette forse un po' di inquietudine, И несмотря на то, что оно передает некое беспокойство, in quel momento ricordo di sentirmi quasi in uno stato di grazia. в этот момент я чувствовала, что я нахожусь именно в состоянии благодарности. L'unica cosa che ho aggiunto alla fine di questo brano, Единственное, что я добавил в конце этого произведения, successivamente a quel pomeriggio, уже впоследствии после того дня, è questo arpeggio continuo e monotono su una melodia popolare. это акцент на таком монотонной популярной музыке. È una canzone scritta tantissimi anni fa, molto popolare nel mio paese, che tutti cantano. Эта песня была написана много лет назад в том месте, где я живу. Это народная песня, все ее поют. Soprattutto nelle feste di paese. Особенно на праздниках. E non potete immaginare la mia sorpresa, la mia emozione quando ho scoperto che questa canzone, la musica di questa canzone, l'aveva scritta mio nonno. Вы не можете представить, насколько я был удивлен, когда узнал, что музыку на эту песню написал мой дедушка. Ovviamente non è un capolavoro, Конечно, это не шедевр, ma per me è molto più di un capolavoro. но для меня это гораздо важнее, гораздо больше, чем шедевр. E quindi ho voluto inserirla in ricordo di mio nonno, che era musicista, pianista, compositore e direttore di banda. Я хотел бы посвятить это произведение моему дедушке, который являлся музыкантом, композитором и руководителем группы. E io infatti discendo da una famiglia di musicisti con una tradizione musicale di oltre 100 anni. Я происхожу из музыкальной семьи. Вот эта традиция длится уже более 300 лет. Però sono tutti pianisti. Но все у нас пианисты. Mio fratello, Мой брат, mio padre, мой папа, mio nonno мой дедушка e la mia bisnonna, и моя прабабушка. tutti pianisti. Все пианисты. Poi sono arrivato io e ho scelto la chitarra. И
И появился я и выбрал гитару. Ho detto, basta pianoforte. Я сказал, хватит пианино. Ed è successo in un modo strano che ho iniziato a suonare la chitarra in maniera così strana. Это произошло на самом деле очень странным образом. Я начал играть на гитаре очень странно. Nonostante fossero tutti pianisti, la chitarra era lo strumento più suonato nella mia famiglia. Несмотря на то, что все вокруг в семье были пианистами, на гитаре играли многие в моей семье. E sia mio padre, i miei fratelli e le mie sorelle suonavano la chitarra, ma per cantare. Мой отец, мой брат, моя сестра, все играли на гитаре для того, чтобы просто петь под нее. E io ero l'unico che non aveva mai provato. И я был единственным, кто не пробовал играть на ней. Allora poi un giorno mio padre mi dice: perché non mi hai mai chiesto di imparare a suonare la chitarra? Однажды отец спросил меня, почему ты никогда меня не просил научить играть на гитаре? E io dissi: perché non posso suonare, sono mancino, И, left-handed. и я сказал, что я не умею, не могу играть, потому что я левша. All'epoca io non sapevo che si potessero cambiare le corde e suonare così, non lo sapevo, avevo 7 anni. Я не знал еще, что можно поменять положение, играть с другой руки, мне было всего 7 лет. E poi mio padre ha detto: non è vero, vai a prendere la chitarra. И папа сказал мне, неправда все это, возьми гитару. Allora sono andato a prendere la chitarra e lui mi ha insegnato i primi 2 accordi, Mi minore e Mi maggiore. Я взял гитару, и он меня научил 2 первым аккордам, ми минор и ми мажор. E immediatamente ho capito che la chitarra sarebbe stato il mio mondo. И я сразу же понял, что гитара станет моим миром. Quello in cui potevo chiudere la porta e isolarmi da tutto e da tutti. Миром, в котором я могу закрыть дверь и изолироваться от всего и от всех. E ancora oggi mi succede. И даже сейчас такое со мной происходит. Grazie. Спасибо. Questo brano si chiama Love is a Beautiful Sadness. Это произведение называется «Любовь — это прекрасная грусть».
Per quasi 5 anni ho vissuto in Venezuela Почти 4 года я прожил в Венесуэле. e il Venezuela è quasi una seconda patria per me. И можно сказать, что Венесуэла стала практически второй родиной для меня. E questo perché il mio maestro di chitarra, Это также связано с тем, что мой учитель по гитаре, che si chiama Pasqualino Garzia которого зовут Паскуалино Гардзия, e che oggi ha 85 anni, которому сейчас 85 лет, anche lui ha vissuto per 4 anni negli Stati Uniti dopo la seconda guerra nel Venezuela dopo la seconda guerra mondiale. он также прожил 4 года в Венесуэле после Второй мировой войны. Allora lui, fin da quando ho iniziato a studiare con lui, quando avevo 10 anni, Он до того момента, когда я начал заниматься с ним, когда было мне 10 лет, mi parlava del Venezuela, della gente, del clima, del paesaggio. он говорил мне о Венесуэле, о людях, о климате, о пейзаже E ovviamente della musica. и, конечно же, о музыке. Il Venezuela è uno dei paesi più ricchi di musica al mondo. Венесуэла — это одна из самых богатых музыкой стран в мире. Quando la situazione in Venezuela è diventata più difficile e complicata, sia economicamente, sia politicamente, socialmente, me ne sono tornato Когда in Italia. ситуация в Венесуэле ухудшилась в экономическом, социальном, политическом плане, я вернулся в Италию. Però è stato uno dei paesi che mi ha accolto davvero come un figlio. Но это была та страна, которая приняла меня как сына. Dopo aver vinto un concorso di chitarra in Venezuela, ero adesso 50 anni dopo io che raccontavo al mio maestro del Venezuela di oggi. Я выиграл конкурс в Венесуэле, конкурс гитары, и через 5 лет я рассказывал всем, через 5 лет, как я прожил в Венесуэле, я всем рассказывал об этой стране. Nella situazione difficile che questo paese sta vivendo, mi sembrava non un dovere, ma mi è venuto fuori dal cuore scrivere un brano per il Venezuela. И в связи с тем тяжелым состоянием, в котором находилась эта страна, я решил написать произведение и посвятить его Венесуэле. Si chiama Para Lauro y Romero. Произведение называется «Для Лауро и Ромеро». Antonio Lauro è stato il più grande compositore venezuelano Антонио Лауро — это великий композитор Венесуэлы, che ha reso celebre la chitarra in Venezuela. который сделал популярной знаменитой гитару в Венесуэле. E nel mondo attraverso i suoi vals venezolanos. И также по всему миру благодаря своему вальсу венесуэльскому. E Aldemaro Romero è stato un compositore che è riuscito a unire, forse meglio di tutti, l'accademico e il popolare. И также Демаро Ромеро, которому удалось объединить академическое направление и популярное. Io ho preso questi due compositori e ho scritto qualcosa di mio come omaggio al Venezuela. Я взял именно этих двух композиторов и написал свое произведение как посвящение Венесуэле.
Grazie davvero. Спасибо большое. Devo dire una cosa, sarà perché è la prima volta, ma è incredibile suonare le musiche proprie in un concerto. È completamente diverso. Хочу сказать вам одну вещь. Это впервые, когда я играю свою музыку, это совершенно другие эмоции, это совсем другие чувства, которые я испытываю. La prima impressione che ho è di sentirmi completamente nudo. Первое впечатление, которое у меня возникает, это ощущение, что я абсолютно голый. Però è bello perché mi dà l'opportunità di raccontarvi chi sono, da dove vengo e dove vado. С другой стороны, это очень хорошо, потому что это дает мне возможность рассказать вам, кто я такой, откуда я и куда я иду. Quest'ultimo brano, che non è l'ultimo che ho scritto, ma è che chiude, diciamo, la parte delle mie composizioni, si chiama Drapetomania. Последнее произведение, которое не является последним, которое я написал, но закрывает часть написанных мною произведений сегодня, называется «Драпетомания». E è una malattia immaginaria Это воображаемая болезнь, che consiste in un bisogno urgente di scappare via. которая заключается в неотложном, очень сильном желании убежать. E io sono scappato da un sacco di cose. Я на самом деле убегала от многих вещей. Sono scappato dalla mia famiglia, Я, sono, убег- sono scappato dalla mia terra, я убегала от своей семьи, убегала со своей земли, sono scappato da amori, я убегала от своей любви. voi da cosa scappate? Вы от чего убегаете? Pensateci. Подумайте об этом.
Adesso invece vi racconto una storia che non è la mia. А сейчас я расскажу вам другую историю, которая не является моей. 151 anni fa 151 год назад moriva uno dei più grandi compositori italiani, умирал один из самых популярных, известных итальянских композиторов. e ho letto un libro sulla sua vita Я прочитал книгу о его жизни, che cerca di rispondere a una domanda abbastanza complicata. которая пытается дать ответ на достаточно сложный вопрос. Perché all'età di 39 anni uno dei più grandi compositori, al top della fama e della carriera, e dopo aver scritto 37 opere, improvvisamente, quasi improvvisamente, smette di scrivere musica. Почему в возрасте 39 лет один из самых знаменитых композиторов, который написал 37 великих опер, практически прекращает свою деятельность? Quando Gioacchino Rossini lascia l'Italia e va a Vienna, Когда Джоаккино Россини покидает Италию и направляется в Вену, la prima cosa che fa первое, что он делает, è cercare di incontrare il più grande compositore, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, он пытается найти одного из самых великих композиторов всех времен. ma le prime 2 volte Но первые 2 раза Ludwig van Beethoven non gli apre la porta. Людвиг ван Бетховен не открывает ему дверь. Ma Rossini insiste Но Россини настаивает на своем. e la terza volta И в, Beethoven apre la porta. и в третий раз Бетховен открывает дверь. Sappiamo di questa storia perché era presente una terza persona. Мы знаем эту историю, она была представлена от третьего лица. E in questo libro è descritto l'incontro fra Rossini e Beethoven. И в этой книге описывается встреча Бетховена с Россини. Quando Beethoven apre la porta, Rossini si trova davanti un uomo trasandato, abbandonato, che viveva in una casa sporca e in cui ci pioveva, persino nel suo pianoforte c'era acqua. И когда Россини оказывается перед Бетховеном, когда тот открыл свою дверь, он видит перед собой человека покинутого, одинокого, в доме грязном, сыром, и на всех его фортепиано вода. E Beethoven gli dice: così tu sei l'autore del Barbiere di Siviglia, io ti conosco. Non ho sentito. Beethoven dice a Rossini: così tu sei l'autore del Barbiere di Siviglia, io ti conosco. И Бетховен сказал: «Я тебя знаю, ты автор цивильского цирюльника». E gli dice: non forzare la tua natura, continua a scrivere opere buffe. И он сказал: не меняй, ничего не делай с твоей природой, с твоей натурой. Продолжай писать оперы. Lì per lì Rossini non capisce cosa Beethoven volesse dirgli. Россини не сразу понимает, что говорит ему Бетховен. Ma alcuni anni dopo cadde in una depressione e smise di scrivere musica. Но через несколько лет он впадает в депрессию и прекращает писать музыку.
avendo capito il vero messaggio di Beethoven. Тогда он и понял истинное сообщение Бетховена. Rossini aveva scritto tutta la sua musica che non voleva, Россини написал всю свою музыку, которую он не желал, perché gliela commissionavano. потому что ему ее заказывали. Beethoven aveva scritto la musica che voleva. Бетховен же, напротив, писал ту музыку, которую он желал писать. Alcuni anni dopo Rossini comincia a scrivere anche lui la musica che voleva. И через несколько лет Россини тоже начал писать ту музыку, которую хотел он. E mette al servizio dei giovani compositori, tra cui Donizetti, Berlioz e molti altri che poi sono diventati grandi compositori, mette al servizio di questi giovani la sua ricchezza. И он предоставлял то богатство, которое у него есть, молодым музыкантам, композиторам, среди которых были Берлиоз и другие, Oltre ad aiutare Beethoven. И помимо этого и помогал Бетховену. Sfortunatamente Rossini non ha mai scritto per chitarra. К сожалению, Россини ничего не написал для гитары. Ma c'è un chitarrista-compositore che, diciamo, lo ha fatto per lui. Но есть один гитарист-композитор, который сделал это для него. Era amico di Rossini Это был друг Россини. e gli chiese di utilizzare alcuni suoi temi celebri da alcune sue opere per scrivere quella che oggi è conosciuta come la Rossiniana. И он попросил использовать имеющиеся у него темы для написания вот этой музыки, которая сегодня известна под названием «Россиниана». È proprio grazie a Mauro Giuliani che oggi abbiamo un'idea di come la musica di Rossini suonerebbe sulla chitarra. Благодаря Мауру Джулиани мы теперь представляем, какой бы была музыка Россини, если бы она была написана под гитару. Mettetevi comodi Усаживайтесь поудобнее, perché è un brano che dura 17 minuti, потому что это произведение длится 17 минут. ma non ve ne accorgerete. Но вы не заметите, как они пролетят.